Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Икшара. Сегодня в программе. На заседании правительства принято решение о повышении заработных плат основным категориям работников госучреждений. Завершается первый этап работ по освещению трассы Сухум-Ингур. В Сухуме прошел концерт российских музыкантов, лауреатов международных конкурсов Романа Головина и Георгия Пайдютова. Президент Аслан Бжаня провел встречу с постоянным координатором ООН на Южном Кавказе Сабиной Махал, советником по полевым вопросам УВКБ ООН Марией Волошкевич, а также специальным помощником постоянного координатора ООН Эриком Андермо. Во встрече принял участие министр иностранных дел Инал Ардзенба. Президент Абхазии призвал представителей ООН сохранять прозрачность и быть политически нейтральными в своей деятельности. Также была отмечена важность выступления представителя Республики Абхазия на площадке ООН для донесения до международного сообщества объективной ситуации в республике. Кроме того, в ходе встречи обсуждались возможные перспективы женевских дискуссий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент Аслан Бжаня посетил с проверкой специальный отряд быстрого реагирования Министерства внутренних дел. Товарищ главнокомандующий, личный состав специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел построен. Командир СОБРа, подполковник Свижба. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ главнокомандующий! Вольно! Вольно! Главу государства сопровождал министр Вальтер Будба. После строевого смотра президент провел совещание с руководством СОБРа. Аслану Бжане доложили о текущем положении дел в отряде. Президент Аслан Бжаня встретился с управляющим Абхазской православной церкви Виссарионом Аплия. Во встрече участвовали руководитель администрации президента Алхас Квициня и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Как сообщается на сайте президента, обсуждался вопрос раскола Абхазской церкви, пути гармонизации внутри церковных отношений и развития церковной жизни в стране. В Абхазию с визитом прибыла российская делегация во главе с руководителем управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. На абхазо-российской государственной границе делегацию встретил вице-президент Бадра Гунба. Состоялось закрытое совещание, в ходе которого обсудили вопросы упрощения пересечения государственной границы. После совещания члены делегации в сопровождении главы Гагарского района Юрия Хагуш осмотрели ряд крупных объектов, реализуемых за счет средств российских инвесторов. Вечером руководителя управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова принял президент Абхазии Аслан Бжаня. Основным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания в 2022 году будет повышена заработная плата. Такое решение принято на очередном заседании Кабинета министров. В повестку дня вошли 15 основных и 7 дополнительных вопросов. Все подробности в репортаже Смогуланция. В начале заседания Кабинет министров принял распоряжение о передаче управлением капитального строительства материалов для модернизации электрических подстанций и сетей РУП «Черноморэнерго». Материалы закупались в рамках утвержденных государственных программ. Их стоимость более 100 миллионов рублей. Кроме того, УКС передаст «Черноморэнерго» оборудование на сумму 145 миллионов рублей. Члены Кабинета министров поддержали проект постановления об организации работы по составлению проектов законов о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2023 год. В соответствии с постановлением Министерству экономики поручено организовать разработку прогноза социально-экономического развития республики на 2023 год и представить на утверждение до 15 июля 2022 года индикативный план. Министерству финансов поручено на основе индикативного плана представить в срок до 1 октября 2022 года проект закона о республиканском бюджете на 2023 год. Еще один утвержденный
инвестиционный проект предоставления президенту Абхазии предложения о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условий софинансирования за счет российских средств в сфере повышения зарплаты основным категориям работников госучреждений. Одно из таких изменений – соблюдение соотношения по количеству одновременно занимаемых ставок, а именно не более 1,5 ставки. Национальное трудовое законодательство прописывает об этом, но, как оказалось, при реализации, значит, этого законодательства мы все-таки не всегда соблюдаем это. Ну, это мягко сказано, совсем не соблюдаем. И пришлось дойти до этого, что в межправительственное соглашение это надо включать. Ну, полагаю, что эта ситуация коренным образом должна измениться в ближайшее время. Придется резко менять отношение к этой проблеме. Да, будет плохо, будет тяжело, но другого пути быть не может. У нас образовались отдельные лица, у которых 6, 7, 8, 9 бюджетных карточек. Принятие решения, конечно, руководством осуществляется для выплаты таких средств. Значит, недалек путь к Уголовному кодексу, тогда как отдельные звенья многих министерств и ведомств получают более чем низкую зарплату. Непосредственно руководитель получает 70 тысяч, 80 тысяч, 100 тысяч. А на том звене, о котором я говорил, и, кстати, оно является очень важным звеном, ковид нам это продемонстрировал. Сколько, Владимир Валерьевич? 4, 6. 4 тысячи, 6 тысяч. И мы хотели, чтобы они ответственно относились к своей очень важной работе. Так не бывает. К сожалению, это в Министерстве здравоохранения, в Министерстве просвещения, в спорте, в культуре. Дальше продолжать? Позаботьтесь, чтобы республика не терпела ущерб. Иначе эти деньги куда уйдут, Владимир Валерьевич? Но уже есть предложение, хотя оно пока стоит, как говорится, на обсуждении. Общий объем средств будет сокращен из российской финансовой помощи. И сумма какая, Владимир Валерьевич? 363 миллиона рублей потеряет республика. Правительство приняло решение о повышении зарплаты основным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году. Повышение коснется работников, зарплата которых не достигает целевых значений средней заработной платы. Всего на эти цели предусмотрен 1 миллиард 600 тысяч рублей. Средства на эти цели есть. С учетом того, что мы только что сказали, с учетом оптимизации, надо достичь. 2022 год среднее целевое значение по педагогическим работникам должно достичь 25 186 рублей. Вот. Педагогических работников дошкольных учреждений 20 900. Дополнительного образования 22 тысячи. Преподаватели образовательных учреждений начального и среднего профобразования 22 900, высшего профессионального 34 900, научные сотрудники 30, врачи 34, среднемедицинский 20 300 рублей, младший медицинский 13 500, работники учреждений культуры, основной персонал 16 600 и работники, занимающие должность служащего социальный работник 14 500. На заседании были установлены цены на бланк лицензии для лицензирующих органов в размере 60 рублей. Кабмин одобрил проведение переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве между Министерствами сельского хозяйства Абхазии и Сирии. Соглашение также подпишут Минздрав Абхазии и Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ведомства будут сотрудничать в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На заседании
был утвержден состав коллегии Министерства культуры. Кроме того, решением Кабмина бывший пансионат Джои Квара передан в аренду инвестиционной компании «10 лет Победы». Продлен срок аренды Дома творчества имени Гулия. Впервые в аренду передан ныне нефункционирующий завод «Аргонавт» в городе Тхуарчал. С развалом Советского Союза никакая военная приемка, никакая военная продукция там не выпускается. Завод просто стоит все это время, фактически законсервирован. Он находится в ведении республиканских органов, Министерства экономики. Сейчас поступило предложение некоторых инвесторов сдать им долгосрочную аренду. Они там хотят организовать производство табачных изделий с условием, что в дальнейшем они, значит, организуют производство сырья для производства табачных изделий. Мы считаем, что надо поддержать с учетом экономической ситуации вообще в Тхуарчеле. Тхуарчалу надо помогать. И часто больше, чем другим. На заседании принято постановление о мерах по организации медицинской экспертизы временной нетрудоспособности медико-социальной экспертизы, в связи с чем были утверждены изменения в положениях о Министерстве социального обеспечения и демографической политики и Министерстве здравоохранения. В частности, постановлением предписывается Минздраву в срок до 30 августа представить на рассмотрение правительства порядок и условия признания лица инвалидом. Этим же постановлением Министерству соцобеспечения и демографической политики поручено в срок до 12 сентября учредить государственное учреждение для организации медико-социальной экспертизы, осуществляемой в целях определения степени утраты трудоспособности, причины и группы инвалидности. С новыми правовыми основами связаны 3 наших проекта, 2 постановления и 1 распоряжение, которые наделяют Кабинет министров полномочиями выстроить централизованную систему в данной сфере правового регулирования. Разделены полномочия по вашему поручению между Министерством здравоохранения, Министерством труда и социального обеспечения. Теперь у нас будет единая централизованная система и будет создано новое государственное учреждение. Пришлось комиссии так долго готовить эти предложения. Надеюсь, сумеем переломить ситуацию. Без этого не обойдется. Никак. При всей неприятности подобной процедуры. Если есть реальные данные о том, что человек болен, все эти действия абсолютно объективны, законны. Если человек здоров, у него документ о том, что он инвалид 2 группы, это очень плохо. Распоряжением Кабмина Государственной кадастровой палате переданы 4 автомобиля, приобретенные за счет средств инвестпрограммы. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Петербурге в рамках 10-го международного юридического форума между Абхазией и Россией подписано соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Документ подписали министр юстиции Абхазии Андрей Барцыц и министр юстиции России Константин Чуйченко. Об этом сообщает пресс-служба Минюста. При личном досмотре жителя села Абзыб изъято сильнодействующее наркотическое вещество, а также выявлено 2 факта незаконного возделывания наркосодержащих растений. Все подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел. Сильнодействующее наркотическое вещество в крупном размере изъято при личном досмотре жителя села Дзыгута. Гражданин Хинту Байракли Джамбулович, 1987 года рождения, был задержан на посту ГАИ Учхоз в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Сухумскому району. Задержанный незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта заизолированные свертки, как впоследствии установлено экспертами, с наркотическим средством метадон. По данному факту в отношении вышеназванного гражданина следственной группой Сухумского районного отдела внутренних дел по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Иракли Хинду помещен под домашний арест.
Незаконное возделывание наркосодержащих растений – преступления, имеющие сезонный характер. Сотрудниками оперативных служб подразделения МВД за прошедшую неделю выявлено 2 таких факта. Культивирование наркосодержащих растений в крупном размере вменяется жителю села Бабушара Джопо Султану Багратовичу, 1973 года рождения. Последний незаконно выращивал запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения. Согласно проведенному исследованию, в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел установлено, что изъятые корни являются растениями конопли, которые на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, то есть марихуана. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска Гулрыбского райотдела и отдела милиции поселка Дранда. Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Джопа по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственная группа Гулрыбского РОВД. Последний заключен под стражу сроком на 2 месяца. В Сухумском районе наркосодержащие корни растений конопли изъяты в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УР МВД совместно с отделом уголовного розыска районного отдела милиции на приусадебном участке жителя села Гумиста Меликян Петроса Георгиевича, 1967 года рождения. По данному факту в отношении гражданина Меликян по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 228 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. На момент задержания мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения, за что в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. В ходе обследования домовладения жителя села Лдза Гумба Амирана Амирановича, 1995 года рождения, обнаружен и изъят незаконно хранимый автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм. Согласно исследованию, в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел огнестрельное оружие технически исправно и пригодно к производству выстрелов. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска Пицунского отдела милиции УВД по Гагарскому району. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса в отношении гражданина Гумба, проводит отдел дознания Гагарского райотдела. Последний отпущен под подписку о невыезде. Аналогичное преступление вменяется жителю города Гагра Есебу Денису Артуровичу. В ходе обследования жилища последнего пистолет Браунинг с 6 патронами к нему обнаружен и изъят сотрудниками УР МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагарскому району. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Есебу, проводит отдел дознания Гагарского управления внутренних дел. Органом предварительного расследования УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия в отношении Козаева Нудара Нударевича, 1997 года рождения, жителя города Сухум. При обследовании автомобиля под управлением данного гражданина, остановленного в ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного управления внутренних дел, в салоне был обнаружен и изъят пистолет системы Макарова, который, согласно экспертному заключению, переделан из охлащенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов. В отношении гражданина Козаева избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Торжественное вручение аттестата выпускникам 10 школ Сухумского района состоялось в районном доме культуры. Мероприятие было организовано при поддержке отдела образования и администрации Сухумского района. Репортаж Шазины Ханагуа. Позади веселые, незабываемые школьные годы. Пора детства, впереди дорога во взрослую жизнь. Милана Устян, выпускница Гумистинской средней школы. Девушка завершила учебу на отлично. У Миланы в планах поступить в Абхазский государственный университет на графический дизайн. Это немного грустно, и в школе были веселые моменты, но я думаю, это новый этап жизни, и будет интересно идти дальше. В этом году в Сухумском районе 36 выпускников. Теперь у них начинается новая взрослая жизнь. Вчерашних школьников, а сегодня выпускников и их учителей поздравил министр просвещения и языковой политики Инал Габле. Дорогие выпускники, коллеги, педагогический состав школ Сухумского района, хочу вас сердечно поздравить с этим праздником. Для вас это действительно важный день. Впереди вас ждут новые победы, новые успехи. Пусть вам всегда сопутствует удача. С праздником вас! Также с напутственными словами выступила заведующая отделом образования по Сухумскому району Люля Сарсани. Уверена, что вы никогда не забудете это замечательное время своих школьных друзей и, конечно же, учителей. Все эти годы ваши учителя были рядом с вами, радовались вашими успехами
Впереди у вас выбор профессионального, жизненного пути. Убеждена, что знания, которые дала вам школа, ваши способности, настойчивость и трудолюбие помогут преодолеть любые трудности и сделать правильный жизненный выбор. Далее всех выпускников пригласили на сцену для торжественного вручения аттестатов и грамот. На лицах вчерашних школьников нельзя было не заметить радость, сменяющуюся небольшой грустью от осознания того, что детство все-таки осталось позади. Сегодняшний день очень важный и волнительный для молодых людей. Они навсегда прощаются с веселым и беззаботным детством. И в этот день частым словом от бывших школьников звучало «спасибо» своим учителям и родителям за долгий труд, любовь и терпение. Шазина Ханагуа, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Завершается первый этап работ по освещению трассы Сухум-Ингур. На данный момент установлено 605 опор на участке от села Дзюбжа до села Моква. Работы проводятся в рамках российской инвестпрограммы. Подробнее в следующем репортаже. Освещение республиканской трассы на участке Псо-Учимчира проходит в 2 этапа. В данный момент реализуется первый этап стоимостью в 76 миллионов рублей. Работы на этом участке планируют завершить к 15 июля. Установлено 605 опор. Очень хорошо. Мы очень обрадовались. Выехали первый раз и увидели. Ну, легче стало есть? Конечно, намного. Спасибо большое. Очень приятно на самом деле, что освещенная трасса, все видно. На самом деле очень приятно. Устанавливаются светильники, 1210 светильников должно быть. Первый участок уже запустили, это первую трансформаторную подстанцию, их всего 4. 15 июля объект планируем полностью запустить и ввести в эксплуатацию. То есть это первый этап от Дзюбжи, ну, практически до Очимчирского поворота. Там пару километров не хватает, чтобы дойти до Очимчирского поворота. Следующий этап освещения республиканской трассы будет проходить от Мачарского до Дюбжинского поста. Генеральным подрядчиком работы является ГРУП «Черноморэнерго». Предполагается дойти до Ткварчальского поворота в рамках второго этапа, но мы планируем сэкономить средства и сделать освещение в сторону Очимчира. То есть до въезда в город Очимчира освещение будет установлено в рамках существующего финансирования. Начало реализации второго этапа начнется во втором квартале 2023 года. Полностью работы планируют завершить к концу 2023. Всего планируется осветить порядка 45 километров дороги. Гугу Савардания, Галяс Корсая, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии прошел концерт российских музыкантов, лауреатов международных конкурсов Романа Головина и Георгия Пайдютова. Обширный репертуар, представленный музыкантами, включил в себя сочинения Рахманинова, Бетховена, Баха, Шопена и многих других известных композиторов-классиков. На концерте побывала и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чачава. Летний сухумский вечер наполнен музыкой. В стенах Государственной филармонии совершается маленькое чудо. Завороженные зрители, внимая тому, что музыка говорит без слов, не сводят глаз со сцены. Музыканты Роман Головин и Георгий Пайдютов погружают гостей концерта в бесконечное многообразие звуков и, как и завещал Бетховен, высекают музыкой огонь из душ человеческих. Роман Головин, концертный исполнитель по направлению фортепиано, поделился эмоциями, мыслями и ожиданиями от предстоящего выступления. Эту прекрасную страну, на самом деле страну души, в которую я влюблен. Я здесь уже 10-й раз. Да. На сей раз вот рискнули совместить отдых с работой. Ну, с работой в хорошем смысле. Роман Головин и Георгий Пайдютов – частые гости нашей республики. Однако прежде им не удавалось порадовать жителей Абхазии своим талантом. Музыковед Эсмаджения рассказала, что идея провести концерт возникла спонтанно и оказалась принята на ура. Ведь музыканты не только обладают колоссальным опытом, но и представляют собой весьма необычный и редкий дуэт.
Они предложили выступить на нашей сцене. Мы с удовольствием ухватились за эту идею, потому что нам понравились составляющие этого ансамбля. Дело в том, что у нас не так часто выступают иные, да, инструменталисты, помимо, там, скажем, пианистов, которых мы хорошо, да, знаем и привычно для нас, скрипачи привычные. А тут вот на нашей сцене сегодня будет кларнетист. Обширный репертуар, представленный музыкантами, включил в себя сочинения Рахманинова, Бетховена, Баха, Шопена и многих других. В стенах филармонии звучали аккуратные переливы 13-й симфонии Моцарта в исполнении Романа Головина, задорные ритмы джаза и симфонии Бетховена в переложении на кларнет. Эсма Дженя делится. Кларнетисты – большая редкость. Их мало и в Абхазии. А потому выступление талантливого и именитого кларнетиста Георгия Пайдютова не только торжество искусства, но и возможность привлечь внимание зрителей к этому инструменту. Это не секрет, что наша музыкальная сфера испытывает некоторый дефицит вот таких вот инструменталистов, духовых, струнных, и поэтому любая возможность представить такое профессиональное исполнение на этих инструментах для нас бесценна, потому что всегда есть шанс, что в зале окажется ребенок или его мама, папа, которые вдруг, может быть, впервые, а может быть, не впервые услышали инструмент или подзабыли о нем и примут решение отправить ребенка заниматься именно этим инструментом. А в оркестре всегда есть для этого вакантные места. В музыке всегда есть нечто неуловимое, не поддающееся записи. Многие говорили о музыке, но могут ли высказывания быть сильнее сочинений, симфоний и опер, вокальных партий, романсов и сонат? Ведь музыка – язык поистине общечеловеческий, понятный каждому из нас. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 1 июля с 10 до 16 часов в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена ПС Сухум-2. Об этом сообщает РУП Черноморэнерго. Без света останутся жители нового района Ачадары, Маяка. Столичный водоканал сообщает, что из-за отключения электричества 1 июля с 10 утра до 18 часов будет прекращена и подача воды в новый район, старый поселок Колос, на улице Адыгейская, Виеме, центральной и нагорной частях города, в районах Рынка и Маяка. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 1 июля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами туман с моросью, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 21-26 градусов, температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.